25 мая защитить свои диссертации по истории согласно графику должны Алхас Аргун и Беслан Аргун. Открывая диссертационный совет, доктор исторических наук Олег Бгашба отметил, что научное событие должно было состояться еще год назад, но пандемия внесла корректировки в график защиты. Первым свою научную работу представил директор Новоафонского историко-культурного заповедника Алхас Аргун. Тема диссертации – историко-культурное исследование Анакапийского архитектурного комплекса в контексте истории Абхазии II-XV веков. Анакапийский историко-культурно-архитектурный комплекс – эталонный памятник поздней античности и средневековья для всего Северного Причерноморья. Объектом нашего исследования являются архитектурные и археологические памятники Анакапийского комплекса. Предметом – историческая хронология архитектурно-строительной деятельности на территории исторической области Анакапии. Целью работы является выявление основных причинно-следственных связей в трансформациях Анакапийского комплекса в контексте изменений геополитической ситуации и социально-политических систем, развития строительных технологий фортификационного зодчества и архитектурных новаций, привнесенных из других центров. По словам научного руководителя диссертации Алхас Аргун, академика Олега Бгашба, темы, затронутые в работе, должны помочь в сохранении останков архитектурного памятника древней столицы Абхазии Анакапии. То, что сделал Алхас, он очень много сделал для сохранения этого памятника. Надо ему помочь в дальнейшем помочь в реставрации. Он создал замечательный проект, но почему-то он затормозился еще в прошлые годы. Вот надо вот сейчас новое руководство, надо как бы возродить этот проект и начать что-то делать. Потому что, проводя раскопки, хочешь не хочешь, человек разрушает памятник. Надо вот закрепить то, что раскрыто, то, что не было, то, что раскрыто. И вот сейчас вот мы стараемся ему в этом помочь. Защитившись, он будет еще с большей весомостью, ну так это принято в обществе, кандидат, потом доктор, вот. Будет, значит, защищать свою Анакапию и нашу Анакапию, нашу древнюю столицу. Вторым свою диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук представил Беслан Аргун. Тема работы – государственное конституционное строительство в Абхазии. Временной промежуток с 1978 по 1994 год. Последняя конституция Автономной Республики и наша современная конституция 1994 года. В этом аспекте я обосновываю государство Абхазии. Вывод основной работы: еще находясь в составе Советского Союза, Абхазия не теряла своей государственности. Она имела автономию, но она имела свою конституцию, свою территорию, свое правительство в лице Верховного Совета. После распада Советского Союза Абхазия и Грузия они являются разными государствами. И надо войну рассматривать не с точки зрения, что это был конфликт внутри Грузии, а как война между двумя государствами, Абхазией и Грузией. Основной архив, который я использовал, это архив Парт-архив, который нигде не печатался, его нет в публикации, который сам я находил. Там есть такие вещи, которые нигде не печатались. Оппонентами Алхаса и Беслана Аргун стали доктора исторических наук из России Владимир Эрлих и Марина Колесникова. После представления диссертации и диалога с научным советом АБИГИ оба спикера стали кандидатами исторических наук. А уже 27 мая защиту кандидатской диссертации по этнологии на тему «Абхазская свадьба. Традиции и инновации» проведет этнолог Элисо Сангулия. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.